США выразили обеспокоенность задержанием активистов и оппонентов власти в Таджикистане и ряде других стран. Вооруженные силы Украины призвали белорусов не вступать в войну против Украины. Задержанный таджикский блогер Абдусатор Пирмухаммадзода заявил о пытках и избиении во время допросов в СИЗО. Иран призвал своих граждан воздержаться от поездок или покинуть Украину. США выразила обеспокоенность задержанием гражданских активистов и оппонентов власти в Таджикистане и ряде других стран мира. Постпред США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила 20 октября, что Таджикистан, Туркменистан, Египет и Саудовская Аравия используют для ареста активистов законы, ограничивающие свободу слова и свободу собраний, митингов, шествий и демонстраций. Посольство США в Таджикистане 20 октября заявило, что разделяет озабоченность, выраженную специальным представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, и осуждает использование системы уголовного правосудия для жестокого наказания журналистов, блогеров, активистов гражданского общества и простых граждан Таджикистана за использование их фундаментального права на свободу выражения мнения. Мы призываем правительство обеспечить открытые судебные процессы, предоставить обвиняемым доступ к квалифицированному адвокату, прекратить преследование за защищенную свободу слова и освободить тех лиц, которые не совершили преступления. Вооруженные силы Украины призвали жителей Беларуси не вступать в войну против Украины вместе с Россией. Видеообращение украинских военных на русском языке опубликовано на странице Управления стратегических коммуникаций Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектации общей с Российской Федерацией группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси, говорится в обращении. Вооруженные силы Украины призвали белорусов не выполнять приказы военного руководства, вступать в войну и не делить ответственность России за военные преступления. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны. Мы не хотим этого, заявили в Вооруженных сил Украины. Задержанный таджикский блогер Абдусатор Пирмухаммадзода заявляет о том, что он подвергался пыткам и избиениям во время допроса в СИЗО. Об этом он сообщил в письме, которое попало в распоряжение редакции «Радио Зоди». «Меня избивали, пытали током так, что не хотелось жить», написал блогер в письме, которое передал изданию «Источник», близкий к следствию. Письмо написано от руки. Знакомые Пирмухаммадзода заявили, что, судя по почерку, письмо написано самим блогером. Проверить эти утверждения пока не представляется возможным, отмечает Озоди. 8 июля 44-летний Абдусатор Пирмухаммадзода был вызван на допрос в МВД по городу Вагдад, и после этого родственники его больше не видели. В письме из СИЗО блогер пишет, что с первого дня задержания подвергся жестоким пыткам и психологическому давлению. Сотрудники правоохранительных органов пытались заставить его дать признательные показания по сфабрикованным, по его словам, обвинениям. Письмо Пирмухаммадзода поступило в то время, когда суд над блогером проходит в Душанбинском СИЗО за закрытыми дверьми и без участия родственников. В своем письме блогер пишет, что чиновники МВД Таджикистана обвиняют его в политической ненависти, недовольстве политикой правительства, эмоциях при подготовке репортажей, поддержке идей запрещенных организаций, дружбе с Далера Имамали и Абдулло Гурбати, нескольких комментариях и лайках и распространении копий стихотворения «Это революция» политолога Абдулло Арахнамо. Блогер отмечает, что некоторые комментарии и лайки под публикациями в соцсетях от его имени появлялись уже после его задержания и конфискации мобильного телефона. Он заявляет, что критика работы властей вовсе не означает протест против существующего режима. Абдусатор Пирмухаммадзода в своем письме из СИЗО отмечает, что не верит в правосудие в Таджикистане и уверен, что приговор ему был вынесен еще до ареста. Министерство иностранных дел Ирана выступило с обращением к соотечественникам с призывом покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну на фоне эскалации конфликта, пишет Reuters. В связи с военной эскалацией в Украине всем иранцам
Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Также иранцам, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть страну в целях их собственной безопасности, говорится в заявлении иранского министерства. Ряд стран призвали граждан покинуть Украину около недели назад. Тогда Россия нанесла массированные удары по территории Украины. Ранее СМИ писали о том, что Иран отправил в Крым инструкторов, чтобы обучать россиян использованию дронов. МИД Украины инициировала разрыв дипотношений с Ираном из-за поставок дронов России, которые бомбят мирные города.